нескольких вопросах, которые обсуждались сегодня за вот этим круглым столом, или может быть не до конца даже круглым, но тем не менее. Вопрос координационный совет при Министерстве внутренних дел. Считаю, что тема эта действительно она раскрыта очень глубоко, но в данной деятельности необходимо учитывать все площадки, которые есть в нашем сообществе, которые продвигают интересы нашего общего дела. То есть есть Государственная Дума, МВД работает с Государственной Думой в рамках экспертного совета Государственной Думы по проблемам законотворчества. Есть Торгово-промышленная палата, есть экспертный совет в Комитете по безопасности предпринимательской деятельности. Работаем с МВД по проблемам бизнеса данной сферы экономики, общественная палата по своим вопросам и так далее. То есть я считаю, что то, что на сегодняшний день наработано, это позиция правильная, ее просто нужно продвигать, и Министерство внутренних дел, как представитель государственного органа, который лицензирует нашу деятельность, должен с открытым всегда забралом приходить как в общественную палату, так и в другие структуры, то есть и в том числе в торгово-промышленную палату на мероприятия, которые проводятся в рамках деятельности нашего комитета, общественной организации, Лига предпринимателей, руководителей предприятий безопасности. Это первое. Второе. Вопрос саморегулируемых организаций. Я сомневаюсь, что Министерство обороны, вернее, Министерство внутренних дел и вообще государство отдаст функцию лицензирования нашей деятельности какой-то другой структуре. Если это будет сделано для какого-то СРО, то это будет под конкретного человека сделано. Это мое личное мнение, я не говорю мнение сообщества. Любая саморегулируемая организация, которая нашим законодательством предусмотрена, это дополнительный расход или это двойное налогообложение нашего бизнеса. Я, например, считаю, что это неправильный подход, он надуманный на сегодняшний день, хотя на правительственной комиссии этот вопрос был поддержан. Вопрос повышения качества наших услуг, вы знаете, во многом зависит опять же от государства. И если школа охраняется за 60 рублей в час, то, естественно, качество услуг, то, которое требует школа, то есть, чтобы охранник был еще и психологом, и еще контролером учителей, естественно, мы не добьемся. Поэтому здесь необходимо, в том числе и через систему торгово-промышленной палаты России и торгово-промышленных палат регионов, нарабатывать вот тот механизм, который бы позволил не просто повышать качество услуг нашей деятельности, а вырабатывать конкретные стандарты и нормативы, которые бы использовались нашим бизнесом в перспективе. Мы планируем мероприятия, те заинтересованные структуры, которые этой работой занимаются, они все в курсе, что на основании тех решений, которые принимались сообществом, в том числе и в рамках 10-й конференции, мы с учетом возможностей нашего экспертного сообщества, прежде всего во главе с Валерием Иннокентьевичем Шестаковым, разработали комплект документов, в том числе концепцию и 2 проекта закона, которые будем обсуждать в перспективе. И поддержка, в том числе у законодателей, есть определенного круга законодателей, конечно, но это не та тема, которая сейчас обсуждается на этом мероприятии. Я хотел бы вот по поводу оборота гражданского оружия еще одну мысль высказать. Вы знаете, практически, наверное, все, кто за этим столом находится, все имеют оружие. И я считаю, что та ситуация, в которой мы на сегодняшний день находимся, она достаточно реальна, и контроль государства все-таки осуществляет. Я, например, сколько свой ствол возил, и в самолетах, и в поездах всегда меня сопровождали представители МВД, это все, в принципе, налажено. Вопрос заключается в том, что необходимо просто ужесточить этот контроль и ужесточить вот именно меры к владельцу оружия, которые должны эту ответственность нести персонально. Может быть, это будет не уголовная, допустим, ответственность, а какая-то материальная, но более серьезная в плане того, что если прописано государством, что из региона ты не можешь вывести оружие в рамках страны, то может быть это неправильно, но это государство определило, и ты должен выполнять эти требования. Но если ты
задержанный обвинен в том, что ты нарушил какие-то требования, хотя ты, получая оружие, естественно, знал о том, как необходимо с ним обращаться, то ты должен нести соответствующую ответственность. Ну и в принципе, уважаемые коллеги, я считаю, что мысль, которая была высказана в очередной раз по поводу общественной организации, она есть такая организация, просто она на сегодняшний день не является общероссийской. Поэтому приглашаю всех поддержать деятельность комитета ТПП в рамках деятельности общественной организации Лига предпринимателей и руководителей предприятий безопасности.